Первая точка проверки — магазин продуктов питания «Халяль». Специалисты проверяют наличие всех документов. Уголок потребителя есть, как и ИП. Только вот другие документы здесь представить не смогли, так как сама хозяйка находится на лечении. Патент есть у вас? Все есть, да. Но документов сейчас нет, а на больнице. Но так все ИП, что там висит. Не, нам патент без этого. Документы-то у меня все. Специалисты словам верят, но предписание все же выписали, чтобы хозяйка представила все необходимые документы в ближайшее время. Роспотребнадзор, между тем, проверяет срок годности товара и наличие ценников. Вот, незначительные нарушения, которые вот здесь мы указывали, цены, да, обязательно рублей и какая продукция. Примерно, да, вот шоколадная плитка, название, сколько-то рублей, да, уголок потребителя у вас есть. Обязательно сроки хранения и условия хранения тоже соблюдайте обязательно, чтобы было, да, беспросрочной продукции, чтобы люди не жаловались. Представители мэрии, МВД, Роспотребнадзора, трудовой и налоговой инспекции проверяют все предприятия в городе. Помимо нарушителей есть и ответственные юрлица. У вас есть эти образцы, в принципе, все эти договора есть, чтобы вы следили. Просто у нас Роспотребнадзор очень часто обращаются люди, что оказание медицинских услуг осуществляется без заключения договора на оказание платы. Следующая точка проверки — художественная мастерская. Тут ИП нет по понятным причинам. Женщина работает как самозанятая. Заглянули специалисты и в соседний магазин, где реализуются полуфабрикаты. Проверяющие смотрят, есть ли здесь кассовый аппарат. Вот касса будет неприменение, которое кассовый день, это административный штраф, а на почту ВЖП, да, на почту 10 тысяч, да, не применили ее отсутствие регистрации, а на юрлице, соответственно, 40 тысяч. Также очень важно, чтобы все сотрудники официально были трудоустроены. В противном случае грозит штраф. В торговых точках также смотрят и на наличие системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». В данной торговой точке реализуется продукция, подлежащая обязательно маркировке. То есть это упакованная вода, как мы видим, да, QR-коды нанесены. Как мы уже знаем, кроме регистрации в налоговом органе, данная торговая точка должна иметь регистрацию в государственной информационной системе мониторинга «Честный знак». Туда она должна передавать информацию об обороте данной продукции, подлежащей обязательно маркировке. Мы видим, вот, мы можем с помощью приложения считывать эти QR-коды. В принципе, товар имеет свой QR-код, маркирован товар надлежащим образом, но, к сожалению, в торговой точке нет регистрации в честном знаке. Это тоже является нарушением. Всего в Магасе 245 объектов, которые осуществляют предпринимательскую деятельность. Из них 38 не состоят на учете в налоговой инспекции. За отсутствие ИП лицо на месте же привлекается к административной ответственности, а работники с отсутствием трудовых отношений данное нарушение мы фиксируем и направляем органы прокуратуры для согласования и привлечения к административной ответственности. И за отсутствие медицинских книжек тоже нарушения на данный момент фиксируем и направляем тоже в органы прокуратуры для согласования к привлечению административной ответственности. Во всей этой ситуации страдает не только экономика республики, но и покупатели, которым не выдается чек. Рейды продолжатся до тех пор, пока все предприниматели не начнут честно вести свою деятельность. Зелимхан Калоев, Магомед Дарсигов, Магаз 24.